Приветствуем зрителей нашего канала. Я Рита Мукалаева. Вы смотрите программу «Реальный взгляд». Сегодня у нас в студии Токон Мамытов. Добрый день, Токон Мырза. Итак, мой первый вопрос касается основной функции Государственного комитета национальной безопасности. Ведь основная функция этого органа – это безопасность страны. Почему на сегодняшний день произошла вот эта ситуация, и можно ли было ее предупредить? Токон Мырза. Конечно, полностью все предусмотреть и полностью ликвидировать угрозу – это очень трудно. И трудноразрешимая задача, и Комитет национальной безопасности Кыргызстана, я думаю, не смог бы полностью урегулировать ситуацию, но он мог бы через свои возможности получить упреждающую информацию. И эту информацию не просто там проинформировать президента, Совет Безопасности, а и мировое сообщество, что готовится провокация, вооруженное вторжение на территорию Кыргызской Республики. Этим самым все мировое сообщество, естественно, взоры свои обратило бы на Душанбе, и у Душанбе под пристальным взглядом мирового сообщества не пошел бы на вооруженную агрессию, на нападения, на поджоги, ограбления и убийства. Почему ГКНБ не был в курсе того, что происходит? Это говорит о том, что не было информации? Я думаю, наверное, какая-то информация была. Почему? Потому что председатель ГКНБ, он уже был там. Вы обратите внимание, там должны быть многие руководители, но он был первый там. Я думаю, какая-то информация все-таки была. Почему? Потому что ГКНБ, видимо, какая информация у него была? Ведь к этому вторжению, к этой агрессии соседнее государство готовилось. Готовилось, видимо, продолжительное время. Были мобилизация сделана. Ведь были мобилизованы не только регулярные воинские части и подразделения пограничных войск, но и так называемые мобилизационные ресурсы. Это вы видели, о чем и ГКНБ пресс-релиз распространил, что в первый день конфликта были замечены бородатые молодые люди, одетые во все черное. И потом на второй-третий день мы уже видели по распространенным в интернет-пространстве видеороликам, действительно, большинство из них это не молодые, это люди уже старше среднего возраста, которые, люди приписного состава, которые были мобилизованы. И это потом подтягивалась бронетехника. Ведь на границе непосредственно нет ни танков, ни другой тяжелой артиллерии, ни бронетехники. И это, конечно, передвижение, их камуфлирование. Они пытались ее где-то в ночное время провести, расположить в каких-то укрепрайонах. И, конечно, вот это все движение, и, например, в районе заставы, в районе несения службы пограничными нарядами соседнего государства, всегда можно наблюдать одно и то же количество людей. Застава, например, 30 человек в среднем, 30 человек. И вдруг некоторое количество, их почему-то в эти дни оказалось не 30, 40, 50. Почему? Ведь это движение было заметно, скорее всего, раз председатель ГКНБ уже был на месте. Но почему это не заставило нас мобилизоваться? Ведь это принесло действительно колоссальный ущерб для нашей страны. Жертвы 59 человек. Развернуть мобилизацию и призвать, это потребуется сутки двое минимум. Понимаете? Это не 5-6 часов. У нас есть соответствующие нормативно-правовые акты, которые регулируют развертывание мобилизационных ресурсов, их призыв и так далее, постановка перед ними задачи, вывоз их. Это требует определенное количество времени. И, скорее всего,
информация, может быть, немного запоздалая пришла, и мы не успели развернуть свои мобилизационные ресурсы, мы не успели мобилизовать. Мы не успели перекинуть соответствующее количество воинских подразделений в районы и места возможной конфликтной ситуации и вооруженного вторжения. Но это говорит о чем? Это говорит о том, что настало время пересмотреть все документы, регулирующие вопросы национальной безопасности, в том числе, в первую очередь, вопросы пограничной безопасности. Их нужно переработать, пересмотреть. Это говорит о том, что они устарели. Да, они устарели. Большинство из них, структура, цели, задачи, они еще построены как по советской системе. Это нужно откровенно знать. Это практически во всех государствах постсоветского пространства. Вот только от этого удалось в какой-то мере уйти России, Казахстану, Узбекистану, Белоруссии, ну и прибалтийским странам. А прибалтийские страны, они придерживаются сейчас стандартов НАТО. Обстрел кыргызстанской территории начался и проводился во время саммита ШОС. Там присутствовал и Эмомали Рахмон, и наш президент Садыр Джапаров. Безусловно, конечно же, президент Таджикистана был в курсе того, что происходит сейчас на границе. Почему именно это время они выбрали, как вы думаете? Ну, это тоже удивительно. Ведь обратите внимание, все события разворачиваются в Ферганской долине. В одной точке Ферганской долины идет саммит ШОС, где решаются глобальные проблемы, глобальные, я не побоюсь этого слова, будущая судьба мира решается. Вы понимаете, глобальные вопросы. И в то же время ищутся пути выхода из вот этой ситуации, в которой оказался весь мир. Ищутся пути. И вот в это же время в другой точке Ферганской долины, в Баткенской области, на границе Кыргызстана с Казахстаном, проводится вот эта акция. Вооруженное вторжение на территорию Кыргызстана. Это, я считаю, это был удар не только по Кыргызстану. Это пощечина не только по Кыргызстану. Это пощечина и по Центральной Азии. Потому что, вы обратите внимание, лето 22 года главы центральноазиатских государств собираются в Чолпан-Ате, Кыргызстана, в Чолпан-Ате, и где подписывается очень серьезный документ. Подписывают Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан не подписывает. Туркмения, ладно, она нейтральная, у нее нейтральный статус. Но Таджикистан со ссылкой на парламент. А ведь мы критикуем кыргызский парламент, так таджикский парламент более ручной в десятки раз, чем кыргызский парламент. Понимаете? И это была такая неоправданная отсылка парламента Таджикистана. Вот тогда надо было задуматься. Это раз. Это был первый звонок, наверное. Совершенно правильно. И второе. Это пощечина по ШОС. Это действительно пощечина по ШОС. Это ведь ШОС, ее авторитет в последнее время стал расти. Люди и многие государства поняли, что что-то не туда двигается. Нужно выбрать новое направление, новые пути развития, новую философию человечества третьего тысячелетия. Новая идеология нам нужна, человечеству. И вот ищут, не могут найти, и появляется ШОС, появляется Китай. Понимаете? Появляется Индия, появляется Россия. Ведь Китай с миллиардным населением, больше миллиарда, со второй экономикой мира, с большим будущим. Индия, миллиард с лишним населения, мощный рынок, мощное развитие технологий, IT-технологий, программирования. И Россия с огромной территорией, с огромными природными ресурсами. Понимаете? И вот в этот треугольник весь мир обратил внимание, и это и объясняется, почему роль ШОС начал, ее авторитет расти. А есть кому-то это и невыгодно.
кто-то хочет оставить и отстоять то, что было до этого. Вы считаете, что со стороны Таджикистана это была провокация, преднамеренная? Ну, не исключаю, и Таджикистан мог сам принимать участие, не один, конечно, там, может, и есть и другие, и в то же время они знали, на что идут, когда шли на поводу. Это пишут многие средства массовой информации, в том числе и западные. В Таджикистане происходит транзит власти, то есть от отца сына Рустану Эмомали. И для того, чтобы элита Таджикистана, она сплотилась, нужно какое-то событие. И многие считают, что, может быть, вот такая локальная война, она позволит таджикистанскому народу более тесно сплотиться вокруг будущего президента этой страны. Так ли это, как вы думаете? Тут две стороны медали. Первое, в Таджикистане очень сложная ситуация. Хотя там экономика растет, есть какая-то экономическая, политическая стабильность, но вместе с тем есть очень сложные, которые носят латентный характер, процессы. Это события в Горном Бадахшане. И не забывайте тот же Варух анклав, события в ней. Ведь и надо как-то это решить, эти проблемы. Транзит власти осуществляется, когда стабильность. Вот то, что вы сказали от отца к сыну, только при стабильной, когда есть экономика, когда политика внешняя, внутренняя правильно выбрана, курс определен. Вот в этой ситуации. Но здесь полыхает Горный Бадахшан, неспокойно, Варух. Как быть? Да, с одной стороны, вроде бы можно сделать одного внешнего врага в лице Кыргызстана. Они же ведь тоже не глупые. Они же не выбрали внешним врагом Афганистан, потому что об Афганистан можно рога сломать. Не выбрали Узбекистан, там тоже зубы выбьют. Не выбрали Китай, туда вообще... Не нужно, даже близко подходить. Единственное, остается Кыргызстан. И они воспользовались вот этой ситуацией, понимаете, в последнее время. И вот этой ситуацией они воспользовались и хотели решить две проблемы. Первое, во-первых, он должен все-таки подтвердить то, что он лидер нации. Он же ведь в 2015 году был объявлен лидером, отцом нации. А что он сделал? Отец нации – это собиратель таджикских земель, это объединитель или как цементирующая личность всех таджиков мира. А ничего такого нет, наоборот, Горный Бадахшан полыхнул, вот-вот взорвется, как пороховая бочка, Варух. В Варухе ведь население большое, территория маленькая. Вы помните, несколько лет назад он приезжал в Варух? Как его жители встречали? Да, встречали аплодисментами, но потом же аксакалы высказали ему в глаза. Когда решишь границу? Мы не можем жить. У нас нет участков, у нас дети женились, в одном доме 4 семьи. Дети растут, нет возможностей, нет расширения, нет работы, безработица. Нельзя дело открыть, нельзя, там скот, даже пастбищ не хватает элементарных. Вы можете решить, или мы вам не нужны, так и скажите, если мы вам не нужны. И, естественно, это очень серьезная проблема перед душанбенской властью. И она вот этой ситуацией воспользовалась. Вообще проблема границы Кыргызстана и Таджикистана, она началась с 2002 года, да? Неурегулированность кыргызско-таджикской границы ей 98 лет, с 24 года. Здесь при юридическом оформлении линии прохождения государственной границы, то есть делимитации, они опираются на документы 24-27 года. Кыргызстан опирается на документы 58-56 годов. Вот. Ну и в промежутке еще 89 года. Но здесь есть один нюанс, что в 2006 году был подписан протокол между, вот они часто и сейчас до сих пор они ставят в упрек, в октябре или в декабре 2006 года был подписан протокол, где указано, что при решении вопроса о линии прохождения границы за основу взять документы 24-27 года, это таджикское предложение, и
через запятую 89 года. Отвечающая нашим интересам 58 года нету там. Понимаете? И вот это для них выгодно. Они сейчас вот на это все время как бы оказывают указывание, на это опираются. Вот, поэтому на это нужно обращать внимание. Но в принципе при решении вопросов делимитации, демаркации границ с Таджикистаном нужно отойти. Мы 30 лет или 98 лет бегаем, потом сейчас за годы независимости 31 год бегаем, они со своими картами, мы со своими картами, а ВОС и ныне там. Вопрос не решается. Значит, нужно искать новые методы, новые подходы. И я вам должен сказать, что да, действительно, 2002-2003 год мы начали определять границу с Узбекистаном, с Таджикистаном, до этого с Китаем, с Казахстаном решили. И вот 20 лет мы решаем с Таджикистаном. Первый до 2010 года проблем не было. Мы определяли линию прохождения границы в горной местности, в горах, где людей нету. И мы 511 километров определили. Там проблем нет, мы быстро все посчитали и никаких. Оставшиеся проблемы 460 с лишним километров. Вот когда мы в долину вниз спустились, в Лейлекском районе, вот тогда и началась. Мы там даже 48 где-то километров определили, не могли ее несколько лет согласовать. Потом бросили ее, пошли, где вот Кулунду, Максат, Арка, потом пошли, где вот Кокташ, Ортобоз, Ахсайд, вот в эти места. И туда пошли, и там не можем определиться. То есть сформировалась тупиковая ситуация. И вот сейчас настал период. Вот это, мы даже, пограничная политика какая была у нас, да? Кыргызстан очень, мы всегда не скрывали и говорили. Первое, мы никогда не против, ничего не имеем претензий к таджикскому народу. Мы ее понимаем, это нам близкий, родственный, братский народ. Мы за все возникающие конфликтные ситуации и пограничные вопросы все должны решать через политико-дипломатическим путем. Вот эти путем два переговоров. принципа, да, переговоры. Два принципа, которые Кыргызстан за 31 лет ни разу не нарушил. Мы этого и сейчас придерживаемся. Но другие параметры переговора, подготовки и решения пограничных вопросов мы должны пересмотреть. Сегодня вчерашними методами нельзя решить. То, что 10 лет назад, 5 лет назад решалось, сегодня она вообще не годится. Оно не работает. Не работает. Мир изменился. Россия предложила Таджикистану и Кыргызстану помощь в решении приграничных вопросов. Со слов Марии Захаровой, это официальный представитель Министерства иностранных дел России, она считает, что у них есть богатый опыт, и они могут принести какую-то пользу в решении этого вопроса. Давайте так. Есть стандарты, которые нужно соблюсти, прежде чем третья сторона стала арбитром или оказала помощь. Значит, что это такое? Это значит, первое, Кыргызстан и Таджикистан должны подписать, правительство, соглашение или договор о том, что мы вот работали, не получилось, и считаем, нужно обратиться к третьей стороне. Это один пункт. И определяем там Китай, Турция, Америка, Россия, я не знаю, или международная организация, ООН, ШОС, ОБСЕ, там, я не знаю, кого мы определим. И это соглашение должно быть подписано, правительством утверждено постановлением и передано на ратификацию в парламент. Парламент должен ратифицировать. И еще одно соглашение. Или в этом же соглашении нужно вторым или третьим пунктом указать. Любое решение, вот, например, мы Россию определим, что она пусть будет арбитром. И вот она пусть решит. И если Россия решит, мы без обид, без претензий, без жалоб, обвинений принимаем решение третьей стороны. То есть Россия, если она арбитром пойдет. Это тоже подписывается соглашение, тоже ратифицируется, как положено. Вот. И здесь должно быть согласие двух сторон. Почему я говорю согласие сторон? В 2013
13 или в 14, когда я вел с ними переговоры, но тогда не Россия, а ОДКБ. Тогдашний генеральный секретарь ОДКБ Николай Бардюж, он прилетел в Бишкек, встреча проходила в Бишкеке. Это после того, когда в 2014 году они обстреляли Головной, впервые с минометов. До этого первый раз с 2014 года они пошли применять оружие группового применения вот, из миномета. И вот тогда я не возражал против участия ОДКБ. Таджикистан возразил. И он уехал во Освояси. То есть здесь два государства решает. Точно так же и границу так решает. И при конфликтной ситуации, чтобы кто-то третий пришел, это тоже согласовывается. А не просто так я захотел и все. А другая сторона может не согласиться. Это тоже надо учитывать. А может быть, настало время и для реформы внутри ОДКБ? Как вы думаете? Нет, ОДКБ, она работает нормально. Вы хотите сказать, вот в таких ситуациях да, не урегулировать. Работает. Но вот в этих ситуациях, если все равно можно, тут просто мы должны включить внутри, если между членами ОДКБ есть конфликтная ситуация, то вводятся коллективные миротворческие силы. И пусть ходят, и на линию, где вот соприкосновение, где идет конфликт, они становятся. Как эта практика, они и в Армении с Азербайджаном сделали, в Карабахе, как в Приднестровье сделали. Это естественно, как это было, когда грузино-осетинский конфликт был раньше, а потом по-другому все события развернулись. Да, это можно, но это надо вносить изменения, это вносить корректировку в некоторых местах. А в принципе, эта организация, она работает, функционирует. Угу. Еще такой вопрос. В социальных сетях, конечно же, сейчас очень много самых разных мнений звучат. Это понятно. И меня привлекло одно мнение, и он предлагает, если сейчас, на сегодняшний день мы практически из Баткенской области вывезли всех жителей, почему бы там не построить военный городок или военную базу, которая будет функционировать, именно там будут проходить солдаты кыргызской армии службу, и это в какой-то мере позволит более или менее чувствовать всем остальным жителям Ошской области, Баткенской области спокойнее. Это выход, как вы думаете? Ну, знаете, мы в 2007, кажется, или 2008 мы построили там городок военный, и неплохой городок, и мы там в населенном пункте, в местности Бужум, это чуть выше Баткена, города, мы там построили, и там есть возможности расширить, да, безусловно, но вы знаете, тут вопрос решать не так, вот туда всех послать, и пусть вся кыргызская армия только в Баткене сидит. Это не решение вопросов. Мы должны определить, во-первых, наиболее вот эти конфликтные ситуации. Они уже у нас прояснились, мы уже знаем. Мы знаем цель соседнего государства. Цель соседнего государства – это соединить анклав Ворух с материком. Это земля. Да, это земля. Вот они 2 километра полосы взять, все, они захватят больше, но под давлением мирового сообщества они вот это сдадут, а то, что им нужно, вот эти 2-километровую полосу, они ни за что не сдадут. Они скажут, ну мы же вам вернули то, что захватили, а это, извините, пожалуйста, это по 24-27 году, это наша земля. И Ворух это как бы материк, это никакой не анклав. То есть это их главная задача. Вот это тоже мы не должны сбрасывать. Другое дело, что да, надо укреплять военную составляющую Баткенской области, особенно вот в этих опасных зонах. Да, надо их вооружать современным вооружением, да, нужно обучать, готовить. Должны быть там действительно такие подразделения пограничных войск, которые способны выполнять, то есть это должны быть силы специального назначения пограничных войск.
которые могут выполнять очень серьезные задачи по предотвращению вот таких ситуаций и по обеспечению пограничной безопасности Кыргызской республики. Это нужно. Но есть и мирная составляющая. Вот мирная составляющая – это мы должны все факты документировать, сами не нарушать международное законодательство, наше законодательство и доводить до мирового сообщества, то есть снимать паранжу с лица соседей и показывать их истинные намерения и то, что они натворили. Это один из главных хороших методов. Вот. Информационная война, это нужно смотреть. То есть очень много таких нестандартных подходов, которые позволят нам заранее предупредить и не допустить конфликтной ситуации. Хватит, мы и так уже много теряем. Мы 1,5 года 36 человек потеряли, сейчас 59. И потеряли каких? Самых-самых лучших молодых людей. Вы понимаете, мы их теряем. Вот поэтому вот нужно, вот я когда говорю нестандартные методы, я вот имею в виду совсем другое, по-другому надо решать вопросы пограничной безопасности и переговоры по границе с Таджикистаном. Конфликт внутри ОДКБ. Что касается ОДКБ и конфликта Кыргызстана с Таджикистаном, то да, я с вами соглашусь, это не делает чести для этой солидной военно-политической организации. Когда внутри один из членов совершает, в частности Таджикистан, совершает вооруженную агрессию в отношении соседнего государства Кыргызской республики. Да, конечно, это в какой-то степени это и наносит ущерб для авторитета и имиджа этой организации. Укреплять военное присутствие наших военных именно здесь, на границе. А готовы ли мы? Укрепление военной мощи Кыргызстана позволит соседнему государству или заставит соседнее государство, прежде чем совершать агрессию и нарушать границу, он 10 раз подумает, что ему достанется, и достанется очень сильно. Вот для чего нужна военная мощь. А что касается нестандартных методов, я думаю, тут надо использовать и в переговорный процесс с соседним государством по границе шире вовлекать местные населения, их представителей и местные органы власти. Когда мы едем, провели встречу, мы обычно прячем информацию. Это очень нехорошо. Это многие эксперты больших государств, они и мне, когда я занимался этим вопросом, рекомендовали никогда не закрывай информацию. Ты закрывай свои планы, намерения при подготовке к переговорам. Но после того, как ты им все карты раскрыл, им рассказал, зачем ты от своего народа скрываешь. А у нас появляются домыслы. Да, вот когда не хватает информации, у населения появляются домыслы. Ведь смотрите, Каркара Үзенгуш своевременно не сказали людям правду, не показали эти карты, не показали документы, не показали результаты поездки наших представителей в Китай и беседу с кыргызским населением, китайскими гражданами с сопредельной стороны, именно по Үзенгушу. В результате что? Появилась куча сказок, небылиц и мифов. Понимаете? Вот этого нельзя делать. Вот это и есть новый подход в решении. Прозрачность информации, да, должна быть, доступность информации. 100% она до переговоров должна быть, может быть, закрытая. Но после того, когда ты в сопредельной стороне довел свою позицию, ты им доводишь, а от своего народа уже прячешь. Ну, это же нонсенс. Руководство Афганистана предложило тоже, чтобы Таджикистан и Кыргызстан провели мирные договоры, пришли к какому-то соглашению. Как вы думаете, вот все-таки все то, что происходящее, что стоит или кто стоит за Таджикистаном? Ну, позиция Афганистана в начале. Почему они призвали Кыргызстан, Таджикистан мирным путем, переговорным, политико-дипломатическим путем решить вопрос границы и эту конфликтную ситуацию?
Потому что сейчас в информационном пространстве много стало ссылок, что это могут быть использованы талибы, их силы, возможности, ресурсы. Именно они этим самым, предлагая вот это, высказывая, делая такое заявление, они при этом демонстрируют перед Кыргызстаном, Таджикистаном, перед мировым сообществом и говорит, особенно перед Кыргызстаном и Таджикистаном, вы там потише, мы ни при чем. Если вы сами не можете общий язык найти, вы нас туда не впутываете. Другое дело, опасность представляет те отряды, даже талибов или не талибов, которые находятся в Афганистане или в Таджикистане или еще где-то, которые не подконтрольны официальным, Кабулу официальным. Вот эти отряды, они опасны. Это как? Это дикие, они за деньги пойдут туда воевать, сюда воевать. Вот этих нужно опасаться. А официально Таджикистан сделал, если это заявление, то он уже сам сказал, наша позиция такая. Мы заявляем, мы не при делах. А если с кем-то вы там будете иметь, который не подчиняется официальным властям, боевым отрядам, и их использовать, то вы будьте внимательны, как бы потом вам перед мировым сообществом не пришлось отвечать. Понимаете, вот эту позицию мы не должны забывать. Какая сила за Таджикистан? Тут должно быть вот из чего исходить. Тут надо несколько аспектов смотреть. Первое – это руководство Таджикистана ищет выход из сложной ситуации. Из ситуации Бадахшана, Вороха, транзита власти. Вот, этот вариант они ищут. И вот в этих целях, с этой целью могут пойти. Второе, могут пойти на поводу определенных сил. Я не думаю, что это страны, но есть политические силы, которые, не исключено, зная эту ситуацию, могут использовать и открыто, и закрыто в неведении, то есть неведение, не афишируя истинные свои цели перед Душанбе, перед таджикской властью, свои помыслы и подталкивать. Это тоже не исключено. Мы должны не сбрасывать. Поэтому в этой ситуации, в этой сложной ситуации, я считаю, что... Но фактов нет же. Фактов нет, к сожалению, что мы не можем указать на ту-то силу, на эту силу. Но то, что вот происходит, она свидетельствует, что здесь что-то есть. Как говорят русские, дыма без огня не бывает. Но это задача соответствующих служб и Таджикистана, и Кыргызстана найти, разобраться, кто стоит. Мы должны определить, мы должны выяснить, кто стоит за Таджикистаном, кто их толкает. Или это собственная инициатива, или чья-то инициатива, или чей-то сценарий. Но мы должны не просто говорить, правильно? У нас должны быть факты. Доказательства. Просто. Вот если мы будем просто говорить, один раз нас послушают, второй, третий раз нас не будут слушать, скажут, принесите факты. А фактов пока нет. Мы должны работать над тем, чтобы у нас были эти факты. Военное оснащение Таджикистана. Я хотел бы напомнить, что российское правительство когда-то на 1 миллиард 200 миллионов помощи оказало и нам. В том числе, вы не забывайте, при президенте Атамбаеве помните, дома массово строились для военнослужащих. Это тоже российские деньги. Это тоже нельзя забывать. И вчерашнее заявление Путина, когда он сказал, мы вам на 600 миллионов помощи оказали, еще вертолетную технику предоставили, это и еще будет, это помогают они и нам тоже, оказывается. Вот мы бы могли на этом заострять внимание в том случае, если бы нам не оказывали помощь, а только им оказывали. Вот интересная ситуация. И им оказывают, и нам оказывают. Россия, я думаю, учтет этот нюанс.
Но здесь же, вы знаете, весь мир торгует оружием, правильно? Многие дают оружие. Вот я купил оружие и начал с него всех стрелять. Так не виноват же Тульский оружейный завод, что он выпускает винтовки ТОС или оружие ТОС. Тульский оружейный завод. Виноват-то я, что я дурак, и я везде, где попало и в кого попало, стреляю. Поэтому, наверное, давайте тут винить Душанбе. Не надо выводить вот в сторону вот этим Душанбе, как будто он не виноват, его кто-то толкает, ему кто-то продает оружие. Виноват. Все покупают, все используют. У нас нет танкового завода, у нас нет завода, который грузовики, автомобили производит. Мы тоже взяли у Китая, у Турции, у России, правильно? Мы тоже взяли, у Америки взяли, на их машинах ездим. Или они купили нам российские машины. Но это не значит, что надо всех обвинять, и Китай, Америку, Россию в том, что и Турцию, что они нам дали. Понимаете, надо обвинять нас. Вот в данном случае, когда говорят, вот там, вот им технику дали, это попытка оправдать таджикскую власть, сделать их хорошими. Вот он бы не пришел, не напал бы на Кыргызстан, не убивал бы кыргызских воинов, если бы ему эта страна не продала оружие. Это же неправильно, это нехорошо так говорить. Приведет ли положительным результатом вот то, что сейчас происходят переговоры между кыргызской стороной и таджикской стороной? Каким результатом они могут привести? Вы знаете, мы этих переговоров столько проводили, и все они заканчивались вот фиаско. Я думаю, сейчас переговоры должны вестись только в одном направлении. Не допустить новых конфликтов, не допустить применения оружия, не допустить гибель людей, не допустить захват, вторжения, поджоги, грабеж, убийство. Вот это надо не допустить. Вот переговоры должны быть. Все другие переговоры уйти должны на второй план. Самое главное – это безопасность населения, проживающего в Баткенской области. Это самое главное. Других не должно быть переговоров. Как обеспечить, вот не применять, чтобы не стреляли, чтобы войска ушли в места постоянной дислокации, отвести их от линии границы. Вот главное. А все другие переговоры – это на второй план. Они сегодня ничего не решают. Сегодня для нас важно, чтобы кровь не пролилась. Еще. Для нас важно, чтобы снова не появились беженцы. Для нас важно, чтобы дети, женщины, старики не гибли. Для нас важно, чтобы наши молодые воины, которые показали беспримерное мужество, героизм, которые не пожалели свои молодые жизни в борьбе, в деле защиты безопасности страны и кыргызского народа. Вот о чем надо нам сейчас думать, понимаете? Как сейчас мы несем, как мы будем спокойно себя чувствовать, зная, что воин погиб, кыргызский воин, пограничник, там, силовой структуры, и вот дети остались без отца. Мы должны сейчас думать, как этих детей поднять на ноги, как их обучить, как их воспитать, дать правильное воспитание, чтобы он стал таким, как его отец-герой. Вы понимаете, чтобы они не чувствовали себя недостатков. Я боюсь, вот сейчас мы полгода так их воспоминаем, погорюем, а через полгода их забудем. А нужно вот сейчас именно постановление принять обязательно, что пока их дети не вырастут, не 18 лет, 18 это ерунда, пока он не закончит вуз, не устроится на работу, мы его должны кормить, обувать, одевать. Если был бы жив его отец, герой, который погиб за нас, он бы это же обеспечил, а его нет, он за нас погиб, защищая нас. А мы, страна, должны это делать, понимаете, его детям. У кого нет квартир, сразу сейчас дать квартиру, назначить пожизненной пенсии супруги. То есть надо над этим думать, понимаете? Вот над чем надо думать. Спасибо.
Спасибо за сегодняшнюю беседу. Спасибо и вам тоже за то, что пригласили в столь тяжелое такое для страны, для многих людей, которые потеряли своих близких, когда дети потеряли своих отцов, жены потеряли мужей, когда матери, родители потеряли своих сыновей, когда люди оказываются в своей стране беженцами. Это очень трудно, это осознавать, видеть. На этом все.